Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Одинаковые правила для всех. Правительство инициирует принятие поправок в соответствующие законы. Реализация закона о декларировании доходов. В Министерстве по налогам и сборам заработало управление антикоррупционного декларирования. День миротворца. Память миротворцев, погибших в Абхазии при исполнении долга, почтили в Сухуме. Музыкальный абонемент. Первый сольный концерт Адама Габелия. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган провела ряд рабочих встреч в Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики. С заместителем министра энергетики Российской Федерации Евгением Грабчаком Кристина Озган обсудила вопросы реализации плана мероприятий по установке приборов учета, ценообразования на нефтепродукты и модернизации электросетевой инфраструктуры Абхазии. В Министерстве экономического развития говорили о механизмах финансирования и реализации программы социально-экономического развития. Также обсудили обращение правительства Абхазии о снижении цен на нефтепродукты, поставляемые в республику, и применении для нужд для республики Абхазия цен, аналогичных ценам в Российской Федерации. В Минтрансе России состоялось совещание по вопросам восстановления авиасообщения и пересечения абхазо-российской государственной границы. Между тем, в парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В формате предварительных слушаний депутаты обсудили вопросы формирования цен на нефтепродукты, действующих на территории Республики Абхазия. На заседании были приглашены генеральный директор государственной компании «Абхазтоп» Ромаз Джопа и его заместитель Виталий Корсантия. Они рассказали о том, что происходит на топливном рынке, с чем связан рост цен, как происходит формирование стоимости бензина в Республике Абхазия, как, по их мнению, можно изменить ситуацию. Участники встречи уделили отдельное внимание вопросам контроля над ценообразованием и возможности внесения изменений в действующее законодательство. По итогам заседания депутаты планируют встретиться с министром экономики и принять незамедлительные решения по вопросу регулирования цен на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Абхазии Инала Арзанба с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Мигдад. Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-сирийских отношений, а также перспективные межгосударственные сотрудничества. Инал Арзанба пригласил Фейсала Мигдад посетить Абхазию с визитом. Визит планируется на текущий год. Министры подпишут межведомственный меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций. В Каракасе в посольстве Республики Гаити состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Абхазия в Венесуэле Заура Гваджава с чрезвычайным и полномочным послом Республики Гаити в Венесуэле Давидом Лесли. Главы дипломатических представительств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов межгосударственного сотрудничества и обсудили перспективы налаживания двустороннего взаимодействия. Правительство инициирует принятие поправок в законы о государственной дактилоскопической регистрации в Абхазии иностранных граждан и лиц без гражданства и о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Почему возникла такая необходимость и о каких поправках идет речь, выясняла Лаура Капш. В нашей стране с 2006 года действует закон дактилоскопической регистрации граждан Абхазии, иностранных граждан и лиц без гражданства. Если сказать проще, процедура снятия отпечатков пальцев во время получения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Аналогичное требование установлено в отношении иностранного гражданина, получающего вид на жительство. Это документ, который дает, соответственно, право иностранному гражданину, законно находящемуся на территории Абхазии, проживать здесь. А вместе с тем, в 2016 году был принят закон Республики Абхазия о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законодательство, соответственно, изменилось. Есть нововведения, они касаются в частности того, что помимо вида на жительство, действующее абхазское законодательство наше предусматривает такой разрешительный документ, как разрешение на временное проживание, РВП.
то есть лица иностранные граждане и лица без гражданства, приезжающие, прибывающие в Республику Абхазия с целью осуществления трудовой деятельности, также должны получить разрешительный документ. Это либо патент, либо разрешение на работу. Процедура дактилоскопии является обязательной, однако в законе от 2006 года есть правовые расхождения. Дело в том, что иностранные граждане, получающие разрешение на временное проживание, не обязаны проходить государственную дактилоскопическую регистрацию, что является препятствием идентификации личности. Но граждане с видом на жительство обязаны проходить процедуру снятия отпечатков пальцев. Поэтому в законопроект будут внесены поправки для установления одинаковых правил для всех. Иностранные граждане, получающие вид на жительство или же разрешение на временное проживание в Абхазии, будут обязаны проходить процедуру дактилоскопии. Аналогичное требование должно быть установлено в отношении трудовых мигрантов, прибывающих сюда с целью осуществления трудовой деятельности. И эта поправка также должна быть внесена в соответствующие законодательные акты. Как пояснил Андрей Гуня, процедуру дактилоскопии должны проходить все жители и граждане Абхазии, получающие документы, удостоверяющие личность, будь это паспорт гражданина, вид на жительство или же временное проживание в нашей стране. Сегодня процедуру дактилоскопии в частности проходят, в том числе при получении документа такого, как разрешение на временное проживание. Однако данное требование должно быть узаконено. Обсуждаемый закон с поправками будет представлен на рассмотрение главе государства, а затем парламенту республики. Лаура Капш, Давид Давидсба, Абхазское телевидение. В целях реализации достигнутых между таможенными службами Абхазии и России договоренностей по упрощению процесса пересечения границы, Абхазский таможенный пост ФТС России приступил к предварительному заполнению карточки транспортного средства для личного пользования до его фактического временного ввоза, сообщается на сайте ГТК. Граждане, планирующие поездку в Российскую Федерацию на своем личном автомобиле, могут заранее обратиться на таможенный пост по адресу поселок Гулрыбш, улица Ботаническая, 37А. Указанная процедура не является обязательной. Временный ввоз можно оформлять, как и прежде. В Министерстве по налогам и сборам заработало управление антикоррупционного декларирования. На сегодняшний день сотрудники управления занимаются уведомлением представителей кадровых служб государственных организаций о сроках внесения декларации на официальный сайт ведомства. Сарик Варасхелия о целях и задачах нового управления. Управление антикоррупционного декларирования при Министерстве по налогам и сборам заработало в апреле текущего года. Оно было создано в целях реализации закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами, который был принят 20 февраля 2020 года и вступил в силу в июле 2021. Управление приступило к выполнению трудовых обязанностей после конкурсного отбора кадров и этапа стажировки. На сегодняшний день наше управление занимается приемом декларации с дальнейшим изучением достоверности фактов, изложенных в декларациях. Также мы предоставляем доступ организациям по внесению деклараций в базу. Первый этап декларирования за отчетный период 2020 года был завершен в начале августа 2021. На текущий момент ведомство находится на очередной стадии декларирования за отчетный период прошлого года. Если говорить о выполнении требований декларирования, то результаты оставляют желать лучшего, говорит Рустам Отарба. К примеру, ранее 351 организация не сдала и не опубликовала декларации в срок. Одной из причин являлось то, что закон новый. И, может, уведомление организации было не на должном уровне. Стоит учитывать, что реализация данного закона она началась в сравнительно короткий период. То есть, как всем известно, закон вступил в силу 1 июля 2021 года. То есть у Министерства по налогам и сборам, в частности, был всего 1 месяц на принятие деклараций, но они провели колоссальную работу по приему деклараций на бумажном носителе за такой короткий сравнительно период. На сегодняшний день у нас ситуация более благоприятная. Этому способствует и техническое обеспечение, и уведомление соответственной организации. По истечению этапа декларирования все данные, указанные в декларациях, будут проверяться на достоверность информации, изложенной в них. Проверка будет происходить посредством запросов соответствующей организации, обладающей соответствующими данными.
Когда новое управление антикоррупционного декларирования приступило к выполнению своих функций, выявились сложности, которые натолкнули на разработку нового алгоритма работы. Так появилась идея создания инструкции по разъяснению определенных нюансов заполнения. Инструкция содержит общие положения, а также рекомендации по заполнению отдельных разделов деклараций. Также важно отметить, что декларация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата на соответствующий государственный орган заполняется непосредственно таким субъектом декларирования, как кандидат на должность в президенты Республики Абхазия, вице-президента, кандидат на должность депутата Народного собрания. Остальные приложения декларации, соответственно, заполняются иными субъектами декларирования. Инструкция также обращает внимание на пробелы в законе о декларировании, в котором не предусматривается освобождение служащего от представления сведений в период нахождения в отпуске или временной нетрудоспособности. По словам сотрудников управления, целесообразно заблаговременно отрегулировать время подачи декларации до момента истечения обозначенных законом сроков. Более подробно ознакомиться с инструкцией можно на официальном сайте министерства. Переходим в раздел «Документы», «Формы». Далее нажимаем на инструкцию. В целях реализации закона Министерством по налогам и сборам было разработано и запущено программное обеспечение для систематизации и публичного размещения информации на сайте ведомства. Однако база в первичном виде была непрактична в пользовании в силу ряда причин, говорят сотрудники министерства. В этой связи был разработан новый программный продукт. Здесь уже предусматривалась возможность для внесения полной декларации для самого кадровика. Для того, чтобы у нас были определенные работники, сотрудники, которые могли бы заходить, проверять, вести полный учет, составлять какую-то отчетность по этим декларациям. Также появилась необходимость и вот как раз предоставления иным ведомствам, в основном госструктурам, для того, чтобы они могли и со своим уровнем прав просмотреть эту декларацию и как бы найти то, что им необходимо. Чтобы протестировать новую базу, в первую очередь были внесены данные декларантов Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам. В полном развернутом виде с указанием всех частей приложения в соответствии с законом, все таблицы, это имущество, обязательства, в случае, если таковые есть расходы и так далее. Абсолютно вся информация в полном виде имеется в данной базе. На сегодняшний день специалисты управления антикоррупционного декларирования уведомляют представителей кадровых служб государственных организаций о сроках внесения декларации на официальный сайт МНС. Мы надеемся на еще большее понимание и активное участие в исполнении закона как со стороны декларантов, так и со стороны кадровых служб. Кстати говоря, закон их обязывает в своевременном уведомлении всех декларантов о необходимости сдачи декларации вовремя. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем организациям и напомнить им еще раз о том, что им необходимо внести все декларации на сайт в установленном законом сроке, а именно до 1 августа текущего года. Любой желающий, будь то гражданин, представитель организации или иной субъект декларирования, может связаться с управлением антикоррупционного декларирования по контактному номеру 907 97 03 или направить письмо на официальный адрес электронной почты, указанный на сайте ведомства. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 21 июня в Абхазии отмечают День миротворца. 28 лет назад на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-абхазского конфликта, которое было подписано главами России, Абхазии и Грузии, в нашу страну вошли коллективные миротворческие силы. Но все время миротворческой миссии на протяжении 14 лет несла Россия. Поклониться памяти миротворцев, погибших в Абхазии при исполнении долга, к памятнику миротворцам на набережной Сухума пришли военнослужащие абхазской армии во главе с министром обороны Владимиром Ануа, представители министерств и ведомств, депутаты, парламента, общественность. Репортаж Гугуцы, Вардания. У памятника российским миротворцам на Сухумской набережной 21 июня всегда многолюдно. Сюда несут цветы и вспоминают погибших российских военных в ходе миротворческой операции. Минута молчания в память о тех, кто долгие годы помогал сохранить мир на абхазской земле. К мемориалу пришли военнослужащие абхазской армии и 7-й военной базы, представители министерств и ведомств, депутаты парламента, общественность, представители российского посольства и Россотрудничества в Абхазии. Миротворцы как раз-таки являются той силой, которая помогает
снизить накал страстей и снизить вот эту вот напряженность и в конечном итоге войти в мирное русло. Поэтому я так думаю, что, скажем так, недооценить или переоценить роль миротворцев, но это невозможно. То есть это даже словами не описать. Миротворческие силы по поддержанию мира были введены в зону грузино-абхазского конфликта согласно Московскому соглашению от 1994 года. За это решение единогласно проголосовали руководители Содружества независимых государств. Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сил закрепило обязательство Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга. Однако Грузия не раз нарушала пункты договора, проводила диверсии на территории Абхазии в послевоенное время. В результате погибали и получали ранения как военнослужащие, так и мирные жители. В ходе миротворческой операции в Абхазии погибли более 100 военных. Российские миротворцы оставались на своих базах до тех пор, пока одна из сторон не высказалась за прекращение миротворческой операции. А случилось это после событий августа 2008 года в Южной Осетии, когда Грузия начала бомбить мирный Цхинвал. Тогда Тбилиси не дал своего согласия на продление мандата миротворческой операции. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года. В памяти абхазского народа всегда будут жить имена миротворцев ценой жизни, отстоявших мир и покой наших граждан. И хотя миротворческая миссия прекращена, согласно договору между Абхазией и Россией, в республике продолжают нести службу российские военнослужащие. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 22 июня состоится очередное заседание сессии парламента. В повестке дня 15 вопросов. Депутаты намерены внести поправки в законы о выборах в депутаты Народного собрания, о возрастном цензе депутатов, об электроэнергетике. Кроме того, планируется внести изменения в некоторые законодательные акты в части специальных систем налогообложения. В Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме с 22 по 24 июня впервые пройдут дни Севастопольского государственного университета, сообщает пресс-служба Московского культурно-делового центра. В Севастопольском университете обучаются более 11 тысяч студентов из России, Украины, Сербии, Сирии и других стран мира. В вузе более 100 бюджетных специальностей, около 2000 бюджетных мест, и на любой из них может претендовать абитуриенты из Абхазии. 22 июня в 12 часов пройдет открытие выставки презентации университета, на которой будущих студентов и их родителей познакомят с уже действующими в Абхазии прикладными проектами. 23 и 24 июня в 10 часов, с 10 утра, точнее до 17 часов, выпускники смогут дистанционно подать документы на любую понравившуюся им специальность. Музыкальное училище после долгого перерыва возобновляет образовательную программу «Музыкальный абонемент» для детей и юношества. 22 июня в Абхазской государственной филармонии состоится сольный концерт Адама Габеля, класс педагога, народной артистки Абхазии Нинель Бжани. В концерте принимают участие Государственный камерный оркестр под руководством народного артиста Абхазии Давида Терзяна, Государственный симфонический оркестр Адыгеи и лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба. Ведущая музыковед, заслуженный работник культуры Асида Царгуш. Начало концерта в 19 часов. В такой большой музыкальной истории состоится сольный концерт нашего выпускника. Это, конечно, для него большой подарок, как и, впрочем, для меня, как его педагога, потому что на сцене прозвучит первый концерт Рахманинова. В концерте будет участвовать лауреат международных конкурсов, также наша студентка 3-го курса, это Мария Эмилия Терзян-Хагба. Она исполнит один из самых сложнейших скрипичных концертов. Это концерт для скрипки с оркестром Хачатуряна. И, конечно, помощь наших друзей из Государственного оркестра Адыгеи нам была просто необходима. Первый сольный концерт для меня это волнительное и очень важное событие. Это для меня первый опыт как и игры в публичном месте такого масштаба, так и первый опыт игры с оркестром. Поэтому я очень взволнован и приглашаю всех.
23 июня в Государственном концертном зале Пицунского храма состоится концерт симфонического оркестра Государственной филармонии Республики Адыгея, посвященный столетию со дня образования Адыгеи. Художественный руководитель, заслуженный артист Адыгеи и Кабардино-Балкарии Петр Тимирканов, главный дирижер, заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров. В концерте принимает участие заслуженный артист Абхазии Лука Гаделя. Начало в 17 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 22 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, местами возможен град. Температура воздуха ночью 17-22, днем 20-25 градусов, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.